Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. События вашего порога. О чем вам необходимо узнать заранее. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на самый ближайший срок, ближайшие 2-3 дня, и давайте вместе посмотрим события вашего порога. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну вы прям в центре. Итак, мои хорошие, давайте будем разбираться. Во-первых, хочется отметить, что у вас под ногами большой паук. И этот паук, он как-то на бок лег, да, вот встать не может. С собой этот паук какую-то женщину, ну вот как тащит, получается, да, он в нее вцепился, эту женщину тащит. Пауки — это вообще враги, пауки — это недоброжелатели, пауки — это интриги, это люди, которые пытаются манипулировать, воздействовать. Самое вот черное, неприятное и гадкое — это все связано с пауками. Ваш паук, он боком лег, то есть нет сил подняться, нет сил дальше продолжать свою негативную черную деятельность, не может дальше плести паутины. Тут либо раскроется, что какой-то человек был пауком, то ли тут уже как паук повержен, да, лишен сил, нет возможности продолжать. Вы стоите сверху на пауке. Судя по этому знаку, явно вы победили. Вы победили, либо себя отстояли, либо лишили паука возможности дальше плести свои интриги, влиять, воздействовать на людей. Возможно, вы проводили какие-то обряды, ритуалы, а возможно, вы действительно боролись, например, в суде, в правоохранительных органах. Может быть, вы и лично могли что-то делать, да? Явно паук повержен и тянет за собой какую-то женщину. Возможно, это приспешница, да, этого паука. Вот, возможно, она тоже виновата не меньше, чем этот паук. В любом случае показано, что вы будете праздновать победу, принимать благодарность и признание за то, что вы избавили не только себя, но и других от действия этого мерзкого паука. Дальше. Рядом с вами с правой стороны стоит мужчина, у него в руках маленький мешочек. Я так понимаю, что это денежный мешочек. Здесь мужчина при деньгах, либо мужчина деньги вам дает. Допустим, он вам обещал, да, обещание свое исполнит, денежку вам даст. Также у этого мужчины еще в одной руке что-то, как прячет, да, от вас. Может быть, это какой-то подарок, может быть, это какой-то сюрприз. То, что вам явно понравится, мужчина знает об этом, но он, скорее всего, специально этот подарок приобрел, этот сюрприз приобрел для того, чтобы вам подарить. Здесь мужчина молодец, здесь мужчина отличится, здесь мужчина как никогда угождает женщине, и мужчина на высоте. Кстати, если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, то от другого мужчины ждите и денег, и подарок, и вы тоже будете в восторге от того, что этот мужчина для вас делает. Еще много дорог, но не все короткие. Либо по местному будете передвигаться, либо, опять же, дела, которые очень быстро заканчиваются. Да? Вы не успели начать, туда-сюда уже все закончили. Хороший знак. Еще с правой стороны собой вы будете довольны. Дальше. На пороге у вас незваный гость. Гость, который пытается из пятерки тройку сделать. Но пятерка — это ссоры, скандалы, как неприятие друг друга. А тройка — это все-таки общение, дружба, в какой-то степени даже родственная связь. Да, прям пытается. То есть будет мяться, будет пытаться с вами договориться, оправдаться, либо выпросить ваше прощение. Новый год, да, давай помиримся, негоже в Новый год ссоры нести. В общем, человек пойдет на любые уступки, на то, чтобы перед вами, не знаю,
раскаяться, да, оправдаться, выпросить ваше прощение. Вот, вас это потешит. В прямом смысле потешит. Да? Возможно, вы так и знали, что придет, да, придет просить прощения, просто не знали, когда. Придет именно в ближайшие дни. И человек из пятерки тройку будет делать. Дальше здесь 2 человека набивают доверху корзинку. Чем-то хорошим набивают, не просто так. Но им придется с вами делиться. Тут либо кто-то их заставляет, либо вы их на горячем поймаете, и для того, чтобы вы, ну, грубо говоря, не переживали, либо никому не рассказали, вам тоже что-то дадут. Люди, они нечестные, люди, они себе на уме, но тем не менее, либо их кто-то заставляет, либо вы их на горячем ловите, и они с вами делятся. Так, собака тянется к вам. Здесь у кого-то из друзей могут быть проблемы, и человек обратится к вам за помощью, поддержкой, либо участием. И вам придется какие-то свои дела отодвигать, сдвигать для того, чтобы близкому другу, подруге помочь. Без вас этот человек, ну, либо не справится, либо человек настолько эмоционально раздавлен, что нужна дружеская поддержка. Еще какие-то наряды. Наряжаться, наряды, примерять, может быть, да, может, примерять будете разные наряды, может быть, будете наряжаться, либо, допустим, если у вас дочка, внучка, будете там придумывать красивый наряд, может быть, даже мастерить собственными руками. Прям душу отведете и очень классно, весело проведете время. Дальше показано, что у вас за спиной много дел, особенно вот домашних дел, и то ли накопилось, то ли прям вы так все подгадали, чтобы в один срок сделать. Да, и вроде как много, но не хочется. Либо вам придется даже себя заставлять, чтобы все это переделать. Мало того, кого-то отыграет, что вас кто-то будет просить, чтобы вы тоже ему либо ей помогли. То есть и свое, и чужое. И все это на ваши плечи. Дальше много разговоров на работе, либо о делах много разговоров идет. Если на работе, то, скорее всего, там всех сотрудников будут собирать, я не знаю, там поздравлять, допустим, либо озвучивать планы на будущий год. Ну, больше как вода идет, да? Отвлекают людей от работы, да, просто водой поливают. Ну и если мы говорим о, допустим, семье, то, скорее всего, кто-то из близких будет делиться своими планами по поводу будущего, да, чем я хочу заниматься, чем я буду заниматься. Может быть, даже вас будут подбивать на какое-то общее дело. То есть много времени тратите на эти разговоры. Еще удачная рыбалка. Смотрите, удачная рыбалка в самом неудачном месте, можно так сказать. Здесь возможность как-то быстро заработать, либо, ну, как горячие деньги, да, платят сразу за работу. Может быть, что-то продать, либо даже продать с наценкой, причем достаточно серьезной наценкой. Практически ничего не делаете, но денежку получаете. Либо кто-то из ваших близких, да, вот горячие деньги, горячая работа идет. Дальше сплетни. Какие-то сплетни до вас дойдут. Сплетни либо о вас, либо о ком-то, кого вы знаете. И у вас такая реакция пойдет, пойти разобраться, да, кто это смеет такие гадости говорить. А я вам скажу, эти сплетни идут от своих, не от чужих. Тех, кто в теме, тех, кто в курсе, вот они именно сплетни и распространяют. Дальше. В самое неожиданное время случится то, чего так долго ждали. Ну, допустим, вы ждали каких-то результатов, вы ждали какой-то встречи, вы ждали какого-то разговора, вы ждали от кого-то каких-то действий, да, и этого не происходило. Вы отчаялись, вы опустили руки, вы в плохом настроении находились. И уже когда ничего не предвещало, именно вот такой резкий прорывной момент. Здесь могут к вам навстречу прийти, здесь может наконец-таки что-то начать происходить, развиваться, появляться. И вы в таком восторге, знаете, как маленький ребенок, так ручки к себе прижимаете, любуетесь, думаете, как классно, как замечательно, неужели это наконец-таки произошло. Так, еще показано, что вы на каком-то человеке просто катаетесь. То ли человек сам по благородству души предлагает вам воспользоваться собой, своими услугами, то ли этот человек вам чем-то обязан, да, должен вам, и человек долг отдает, то есть позволяет собой воспользоваться, либо позволяет
вам им немножечко как покрутить, да, в своих целях, в своих интересах. Ну, здесь с правой стороны я вижу, что вы очень благородно поступаете и лишнего не попросите. Дальше здесь мужчина морского конька женщине дарит. Женщина в шоке, женщина не понимает, что делать с этим коньком. Ну, либо у вас не тот уровень отношений, когда вы можете принять такие, например, дорогие подарки. Но, тем не менее, что будет подарено, то подарено будет вам. А мужчина лишний, как не лишний, в принципе, ничего не попросит, не спросит. Ему просто очень хочется сделать вам приятно. Морской конек – это исполнение желания, это исполнение мечты. То есть этим подарком мужчина хочет вам и показать, и доказать, что вы для него очень важны, что вы для него прям самое важное. Да, поэтому такой подарок вам дарит. Дальше дорога. Дорога по приглашению. Вас кто-то приглашает, вас кто-то зовет. И вам это в радость. Может быть, вы давно ждали этого приглашения. Может быть, вы переживали, почему меня не зовут, не приглашают. Вы это приглашение получите. У кого-то даже отыграется лично. Да? Человек приедет, скажет: вот хочу тебя видеть, приходи к нам. Это будет приятно. Дальше переживания по поводу денег. Даже какой-то человек сокрушается, что денег не хватает. Либо: ой, как же я проживу, денег-то прям совсем не осталось. Не переживайте, все будет хорошо. Это песочек показал. Деньги к вам придут. Причем гораздо быстрее, чем вы могли бы подумать. Дальше. Кто-то хочет уехать, но уехать не может. То ли вы хотите уехать, но нет такой возможности, то ли кто-то из ваших знакомых пытается уехать, но не получается. Поездка будет перенесена, либо вовсе отменена. Вот это показали. Но опять же, это к лучшему. Это к лучшему. Здесь как бы заслон судьбы. Возможно, там плохие метеоусловия. Возможно, человек, там, если поедет, пожалеет, да, что-то нехорошее может произойти, либо неприятное. Здесь заслон судьбы. Здесь нет виноватых в том, что поездка не может состояться. Здесь сама судьба не пускает. Поэтому примите, пожалуйста, это смиренно. Вот, вам лучшего хотят, либо для вас лучшее желают. Дальше. Здесь человек с радикальным решением в руках. Решение. Это решение по поводу вас. И человек держит крепко в руках это решение. То ли боится, то ли как-то стесняется озвучить это решение. Это может касаться и работы, и личной жизни. Но решение уже принято. Маленькая птица, но с очень длинным хвостом. Какая-то переписка у вас начнется на днях и продлится очень-очень долго. От этой переписки вам много-много радости будет. Много очень классных, теплых эмоций вы получите. Не могу сказать, с кем будет у вас эта переписка, но моменты очень светлые. А здесь показано, что вам ни в коем случае нельзя спешить. Спешить с чем-то, либо в чем-то. Опять же, вы все у меня разные. Не спешите. Ваше время, оно еще не пришло. Либо время что-то осуществить, исполнить еще не пришло. Спешить нельзя. И также нельзя спешить и сильно суетиться в повседневке. То есть это может неприятным закончиться. Наберитесь терпения и, пожалуйста, делайте все как должно. Здесь показано, что у вас открываются глаза на какого-то человека. Человек, который долго был для вас загадкой. Либо человек, которого долго не могли раскусить. Глаза открываются. Здесь и человек сам может что-то такое сказать, рассказать, проболтаться. Ну и также информация может поступать, да, начать поступать по поводу этого человека. Глаза у вас откроются с левой стороны. Я не могу сказать плохое либо хорошее, но это будет что-то неожиданное. Так, два сапога абсолютно разные. И вы на них смотрите и не можете определиться, да, какой мне больше пойдет, либо какой мне обуть. Сапогами для девушек, женщин обычно показывают парней, мужчин, женихов. Вот, возможно, сразу несколько мужчин выразят желание, ну, либо к вам придут с просьбой, да, уделить им внимание, да, куда-то сходить, там, погулять, допустим, на свидание. И вам сложно будет определиться. А я вам скажу, почему выбрать не можете. Потому что ни один, ни другой вам не подходят. И вы вроде как это чувствуете, но с собой ничего поделать не можете, да, ну как-то неудобно отказывать. И
присматриваетесь, всматриваетесь, ну вот кого же мне выбрать, кого же мне выбрать. Я вам так скажу, ваш мужчина, он у вас чуть позже объявится, появится. А эти мужчины, они ну такие вот временного характера. Еще какой-то конверт, ну либо папка с документами. Может быть, вы ее искали, либо вам должны были ее отдать, передать, привезти. Вижу, что в руках держите и спокойно становитесь, да, успокаиваетесь. Также показан мужчина. Мужчина, который говорит о том, что он куда-то уходит. Уходит, и все рады. То ли за мужчину рады, что он уходит, то ли тому, что он в принципе уходит, все рады. И люди не могут скрыть своей радости. Вы тоже будете радоваться. Ну, видно, такой мужчина, да, что все радуются его уходу. Еще мне показывают какую-то сделку, только я не могу понять, в чем суть этой сделки. Опять же, какой-то неожиданный момент, вы не ждете, вам начинают предлагать, и вам, знаете, как предлагают, типа, давай, скорее, решай, делай. Вот, как будто бы пытаются вас запутать вот этой скоростью, то есть не дать вам время подумать. Пожалуйста, избегайте таких сделок, избегайте таких моментов. Там что-то нехорошее, потому что это с левой стороны, с левой. И прям чуть ли не за руки, за ноги хватают, давай, делай. Откажитесь, потому что вы не знаете всей подоплеки этой сделки, да, могут и обмануть. Надо быть поаккуратнее. Так, еще показано, что вы очень будете заняты в ближайшие сутки, скорее всего. Очень много всего, и все это нужно сделать, переделать. Планы, да, ваши планы, которые нужно все реализовать. Вам потребуется хороший отдых, питание, да, не забывайте, питание тоже очень важно. И не забывайте про жидкость, да, потребление воды. По крайней мере, тоже очень важно. Вам силы потребуются для того, чтобы все эти планы реализовать. Вот вижу, что при условии, если вы хорошо выспитесь, плотно позавтракаете, вы все сможете сделать, да, либо все эти планы сможете реализовать. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.